Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. И сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Кто скоро будет предлагать вам отношения? Если тема интересна, пожалуйста, присоединяйтесь. Но прежде чем мы начнем, всех вас, мои дорогие, любимые, хочу сердечно поблагодарить за то, что доверяете, за то, что выбираете быть со мной, за вашу невероятную и очень теплую поддержку. Земной вам поклон. Итак, настраивайтесь, загадайте на себя и загадайте, пожалуйста, свой срок. Так и спросите, кто будет предлагать мне отношения, кто этот человек. И давайте посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Ух ты, как интересно. Во-первых, тут 2 человека вышло. Возможно, сразу 2 мужчины будут предлагать в загаданный вами срок вам отношения. Ну, либо у одних отыграется один мужчина, а у других другой. Так, ну давайте начнем с того, кто ближе. Здесь вот смело можно сказать, что у мужчины очень богатый опыт общения с женщинами. Возможно, мужчина прям такой ловелас. Возможно, несколько раз был в серьезных отношениях, там, женат, либо гражданским браком проживал. Мужчина, который, ну вот он эстет, знаток, да, он знает в женщинах толк. С этим мужчиной вас вот как кто-то знакомит. Допустим, общие знакомые, либо в одной компании будете находиться, отдыхать, и вас кто-то друг другу представит. Мужчина внешне очень симпатичный, я бы даже сказала, миловидный, интересный, такое интересное лицо. Вот хочется его рассматривать, что-то необычное, может, необычный цвет глаз, может, там скулы высокие, может быть, какая-то растительность, да, там аккуратная, такая красивая бородка, может, мужчина за собой ухаживает, может, брови там густые, волосы кудрявые, ну понятно, да, вот какая-то эксклюзивность есть в его образе, что делает его очень миловидным, да, большие, широко распахнутые глаза, либо там красивый рот, там улыбается, ямочки на щеках, да, вот миловидный мне идет. Он всем нравится, вот такой типаж, который нравится всем. И мужчина, вот он умеет с женщинами, он к любой женщине может найти подход, но только не к вам. Потому что вы у нас снежная королева, вы женщина, которая не ищет приключений на 5-ю точку. Скорее всего, вы либо разочаровались в мужчинах, либо ну, вы, допустим, кого-то в сердце содержите, да, и вы такая, не хочу, не хочу. Зачем мне это все? У вас глаза холодные. Вы знаете, вот когда на мужчин смотрите, у вас очень холодные глаза. И многие мужчины, которым вы нравитесь, да, они боятся вашего холодного взгляда и просто не решаются к вам подойти, не решаются вам что-то предложить, либо там на свидание позвать. Но вот этот знаток женщин, он просто такой, знаете, возбудится на вас. Он такой, ага, вызов принят, значит, она у нас снежная принцесса, будем ее приводить в чувство. И знаете, прям начнет за вами ухаживать и так ярко, и так навязчиво, что вы аж обалдеете, скажете, ну надо же, вот пришла отдохнуть, пришла с друзьями пообщаться, и вот, пожалуйста, себе нажила вот такое чудо. Ну, буквально он за вами будет ходить и вот всячески вас ублажать. Там и стульчик подвинет, и чем-то вас угостит, и что-то принесет, и там комплименты, и на вас влюбленным взглядом смотрит. Вы от этой сладости, вам аж приторно станет. Вы скажете, фу-фу-фу, отстань от меня, да?
ты кто такой, да, ты чё ко мне пристал? Знаете, у вас прям отторжение на него пойдет. А он, знаете, он такой охотник, он такой, нет, я добьюсь ее, как это так? Я таких сильных женщин, неприступных женщин. И да, девочки прям будут за вами ходить. Хоть вы его тут и отвергаете, он за вами ходит, он еще и телефончик ваш раздобудет. Я так понимаю, что не у вас, потому что вы не скажете. Скорее всего, вот этих общих знакомых ваш телефончик возьмет. Не успеете вы расстаться, он начнет вам там написывать, стучаться к вам, вернее, в соцсети, куда-то вас звать, приглашать, там, вспоминать, как вы были прекрасны, как вы произвели на него впечатление, что-то вам обещать. Да, я знаю шикарный ресторан, да там так кормят, и никогда такое не кушала. Там ум отъешь. Я тебя куда-то отвезу, я тебе что-то покажу, я для тебя что-то сделаю. В общем, будет вас, девчонки, прям донимать. Телефон, интернет, соцсети. В общем, вы на него прям злиться начнете, скажете, да ну пристал ко мне, ты что пристал, этот банный листик, да? Ты зачем ко мне пристал? Даже как-то на него выругаетесь, а его это еще больше возбудит. Понимаете? Вот прям такой человек, охотник, он явно охотник, ну, знаток женщин. Девчонки, такой совет. Если вы не хотите, чтобы он к вам так нагло приставал, не отвергайте его так жестко, потому что ваша жесткость и жестокость в отношении этого мужчины, ваша строгость в отношении этого мужчины его очень сильно возбуждает. Да? Может быть, он в душе какой-то БДСМ, может, ему нравится, когда с ним грубо. Вот. Тут вы понимаете, своим грубым отношением еще и удовольствие ему доставляете. В общем, мужчина неплохой, с богатым жизненным опытом, знает в женщинах толк, умеет с женщинами обращаться. Ну, вот мне идет, что он не сильно создан для серьезных отношений. Хотя, как мы знаем, любовь, она из любого непутевого мужчины сделает настоящего защитника, добытчика и мужчину на миллион. Да. Чем больше вы его от себя отгоняете, тем сильнее он к вам пристает. На какие отношения он вас будет подбивать? Ну, скорее всего, на легкие, на романтику, на то, чтобы быть любовниками. Ну, вот встретились, хорошо провели время и разошлись. Еще раз говорю, чудеса случаются. И когда люди знакомятся, ни у кого в голове нет вот этой картинки, что вот все, вот она моя жена, от нее хочу 10 детей, там дом для нее построю, буду ее там любить, обеспечивать. Такого ведь в жизни не бывает. Все выстраивается кирпичик за кирпичиком, да? И у женщин тоже так бывает. Ну, хотя нет, у женщин бывает. Женщины всегда видят своего мужчину. Это у мужчин так не бывает. Но, тем не менее, вот что есть, то есть. Прям будет долго порог ваш отбивать и долго будет вам не давать покоя. Чем больше отказываете, чем ярче отказываете, чем грубее отказываете, тем больше он возбуждается. Это первый мужчина. Второй мужчина. Но второй мужчина, он вам уже знаком. С этим мужчиной вы знакомы, может быть, вы вместе работаете, может быть, вы ежедневно видитесь с этим мужчиной. Мужчина явно у вас и в глазах, и в памяти. Надо отдать должному, что этому мужчине вы очень симпатичны. У кого-то отыграется, что мужчина уже давно в вас влюблен и является вашим тайным поклонником. Смотрите, тут между вами как что-то меняется. Меняется в плане того, что этот мужчина, вот он на панике мне показан. Паника, что вот вас уведут, что вас заберут, что вы другого полюбите. Может, кстати, вот этот вот первый спровоцирует второго. И вот этот знакомый мужчина, он осмелится вас куда-то позвать, пригласить. Какой-то повод, предлог, может придумать, что у него день рождения, может быть, он специально какой-то праздник организует. Вот мне идет, что он придумает. Вот этот знакомый мужчина, он буквально вот на панике находится.
Ему так страшно станет, что вас вот кто-то уведет, что вы в кого-то влюбитесь, что он вас навсегда потеряет, а он ведь даже не успел сказать о своих симпатиях, о своих чувствах. Я вижу, что этот мужчина сделает в вашу сторону какой-то прям шаг, такой уверенный, решительный шаг. Скорее всего, он к вам подойдет и, допустим, позовет вас на свидание. Либо скажет, вот у меня там билетики в кино есть, либо там на концерт, либо еще куда-то вот билетики, да, что-то мне билетики идут. Вот сходи со мной, да, либо не с кем сходи, да, билеты пропадают, да, вот что-то он такое сделает, но вот шаг от него точно поступит. Вот. А вы, скорее всего, согласитесь, потому что вы его знаете, от него ничего такого не ждете, да, он не был ранее замечен ни в чем. Ну и я вижу, что вы прям очень славно с ним на свидание сходите. Ну, либо на концерт, либо в кино славно сходите. Конечно, он будет вести себя очень скромно. Но он скромный человек, да, вы его вдохновляете, вы его муза. Может, боится к вам прикоснуться, понимаете, млеет рядом с вами. В общем, очень как-то все по-дружески у вас тут показано. Именно по-дружески. Шаг он делает, но в чувствах своих он как бы и не признается особо сильно. Хотите, чтобы признался, надо его напоить. Вот если он выпьет, он все вам расскажет, во всех своих чувствах признается. Но опять же, это же надо целенаправленно делать, да? Не факт, что вам захочется какого-то мужчину поить. Вот. Ну вот вижу, что как по-дружески вы идете. Тройка, да, между вами тройка, у вас в голове тройка. И вы такая, ну, тройка, друзья, друзья, знакомые. Ну, вот как-то так, прям будьте уверены, что этот мужчина ничего в голове такого не имеет, уж тем более на сердце к вам не имеет. Знаете, он вам потом еще что-то будет предлагать, да, вот у вас уверенность, что он вам друг, а он такой, о, она согласилась, она со мной сходила. Значит, нужно в этом направлении дальше дорожку протаптывать. Вот как все время он куда-то вас звать будет, как куда-то приглашать он вас будет. И знаете, для этого мужчины, у него как кость в горле, ему так сложно будет признаться в своих чувствах. Не знаю, вот вы его муза, он напуган, и он боится ошибку сделать. Это, знаете, вот как на откуп вам. То есть, милая родная, догадайся, что я в тебя влюблен, подай мне знак, сигнал, чтобы я мог действовать, да, чтобы я крылышки свои расправил. Вот здесь вы можете вместе ходить до бесконечности по всяким там ресторанам, кафешкам, театрам, кинотеатрам, там, быть оперный зал, цирк, да что угодно, да, там летние площадки, до бесконечности можете ходить. Если вы ему вот что-то не просигнализируете, либо не скажете в его присутствии, что вы вот прям хотите отношения, а он вам нравится. Да, такой немножко застенчивый и неуверенный в себе персонаж. А может быть, действительно вот настолько сильно влюбился, что боится сделать ошибку, и это его прям вяжет по рукам и по ногам. Что мне не нравится во всей этой картинке? Ну, во-первых, это его нерешительность, а во-вторых, мне не нравится женщина за его спиной. Женщина может быть бывшая, а может быть мама. Знаете, вот такая мама, для которой все женщины плохие, вот прям, ну, нет достойных. Вот для ее сыночка, вот ему так не повезло, достойных нет. Вот она может, конечно, и погоду делать, и влиять, и мешать, и козни строить. Это чтобы вы для себя понимали. Ну и также вижу вас, ваше настроение. У вас сейчас голова какими-то делами занята, какими-то заработками, возможностями, интересами. Да, о чем-то таком вы думаете, о материальном больше думаете, о реализации думаете, о том, что вот хочу жизнь поменять. Там, кто-то про отдых думает, что надо там денежек подкопить, чтобы отдохнуть хорошо. Да, вот такие мысли у вас. И не вижу, что вы прям очень сильно были настроены на отношения. Да, вы хотите отношений, вы хотите устроить свою личную жизнь, то ли у вас какой-то образ в голове сформировался, вот какого вы мужчину хотите, то ли вы немножко это все как отодвинули. Вы такая, ну сейчас я себя реализую,
сейчас я воплощу там свои мечты, идеи в жизнь, а потом уже буду думать за личное. Да, вот как-то так у вас в голове. И опять же, ни один, ни другой мужчина вас особо не впечатляет. Не впечатляет на то, чтобы иметь отношения. Даже если это прям очень хорошие отношения, да, все равно же сердцу не прикажешь. Человек должен нравиться, должен быть отклик, мурашки должны быть, бабочки в животе, да, симпатия как минимум должна быть. Но ни один, ни другой вам не нравится. Хотя они оба неплохие. Вот этот первый, он прям вообще няшечка такой миловидный, как я уже говорила. Второй, он обычный. Приятный, обычный, да, нет чего-то уникального, нет какой-то особой там красоты, хотя, мужчина в принципе не отличается красотой, да, больше умом и сообразительностью, но тем не менее, да, вот есть отталкивающие личности, да, неприятные лица. Нет, этот мужчина приятный. В этом плане приятный. Не красавец, не казистый, но тем не менее, вот что есть, то есть. Вот как два мужчины у вас на горизонте. У кого-то один отыграется, у кого-то второй, у кого-то двое сразу отыграются. Вот мне идет так. С первым как-то прям отбиваетесь, а второй, он как ни рыба, ни мясо, если честно. Это больше похоже даже как на дружбу. Вы воспринимаете через тройку как типа друг, да, вот друг. Я типа одна, и он один, и мы типа дружим, да. Но для него вы далеко не подруга, вы для него муза. Что еще, мои хорошие девочки, я хочу вам сказать. Вот у кого-то из вас отыграется, что вы о каком-то мужчине думаете. Постоянно думаете, постоянно вспоминаете. Между вами и тем мужчиной что-то произошло, что-то не очень хорошее. Что-то, вот знаете, как осколок льда в сердце, да, можно так сравнить. И вам кажется, что этот мужчина там забыл, никогда не появится, и вы, может, как не хочу его видеть, никогда не прощу. Смотрите, во-первых, вы думаете друг о друге, да, несмотря на то, что вы сейчас не вместе, друг о друге не знаете, но и мужчина вспоминает вас, и вы о нем, получается, постоянно думаете. Либо он вам снится, либо какое-то как наваждение. И еще я вижу, что, несмотря ни на что, тут у вас какая-то встреча должна с этим мужчиной произойти. Вот встреча, которая очень сильно повлияет на ваши дальнейшие взаимоотношения. Возможно, этот мужчина приедет, да, возможно, к вам приедет, а возможно, сама судьба вас ведет в самом неожиданном месте, да. Вот как надо вам еще встретиться, и надо вам друг на друга посмотреть, и, конечно, поговорить. Вот, вижу, что будет. В тот срок, который вы загадали, у вас еще встреча с прошлым идет. У кого-то мужчина прям специально приезжает, а у других, как я сказала, да, судьба сводит для того, чтобы вы еще раз друг на друга посмотрели. Может быть, что-то и решится. Может быть, вы так поймете, что уже не так сильно обижаетесь на него. Может быть, он вам что-то такое скажет, что вы хотите услышать, да, что сможет изменить ситуацию между вами. Но вот встреча здесь показана. Несмотря, что тема у нас заявлена, кто будет предлагать отношения, здесь еще показан кусочек вашего и прошлого, и будущего. А вот мужчину забыть не можете. Либо злитесь очень сильно на этого мужчину, поэтому забыть не можете. Вот, он тоже постоянно думает о вас. Но в отличие от вас, он на вас не злится. Не злится, наоборот, он как бы опустошен. Да, ему кажется, что вы... вот вы его не хотите, да, что он вас недостоин. Почему-то так мне идет. Но, с другой стороны, когда увидитесь, когда встретитесь, может быть, что-то и поменяется, да, чтобы вы для себя это знали. Мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.